Дорогие друзья, уважаемые земляки, Дона Войтер. Через несколько часов, когда бой кремлевских курантов возвестит о начале отсчета Нового года, многие из нас оглянутся назад, чтобы вспомнить, каким был год ушедший. Для Республики Коми он был непростым и очень насыщенным. Среди главных его событий, конечно же, визит в республику президента России Владимира Владимировича Путина. Наша республика стала местом, где были приняты важнейшие решения национального масштаба, связанные с развитием лесного комплекса страны. Деятельность правительства республики получила высокую оценку президента и по другим направлениям. В статусе федерального создан финно-угорский центр, и это позволит увеличить масштаб его деятельности, направленной на укрепление международного сотрудничества, приобрести новые перспективы выхода республики на мировую арену. В 2006-м республика подтвердила статус крупнейшего научного центра северо-западного региона. Мы все вместе с успехом провели второй социально-экологический конгресс. Крупнейшие ученые России и других стран выработали ряд научно обоснованных решений, которые позволят значительно повысить качество жизни северян, более эффективно развивать российский север в целом и республику в частности. При этом развитие территории будет вестись с учетом всех экологических, социокультурных требований народов, которые проживают на севере. В году уходящем республика отметила и свое 85-летие. И это позволило оглянуться в прошлое и сверить ориентиры на будущее. Вместе со всей страной мы отметили памятную дату 65-летия начала Великой Отечественной войны. И это стало еще одним поводом отдать дань уважения ветеранам, выковавшим великую победу в 1945-м. Можно с полной уверенностью сказать, что в республике чтят героическое прошлое своих отцов и дедов, берегут традиции, бережно сохраняя их для будущих поколений. Активно реализуются на территории нашей республики приоритетные национальные проекты. На эти цели только из федерального бюджета поступило более 200 миллионов рублей. Преображаются школы, медицинские учреждения, появились новые возможности для расширения жилищного строительства. Новый импульс развития получит и агропромышленный комплекс. Скажу прямо, для тех, кто хочет и умеет работать на селе, будут созданы все необходимые условия, чтобы реализовать себя, обеспечить свою семью, получать стабильное и высокое вознаграждение за свой труд. Недавно депутаты Государственного совета республики утвердили бюджет на следующий год. Более трети всех доходов казны, а это свыше 8 миллиардов рублей, будут направлены на социальную поддержку жителей республики. Это значит, что при планировании мер социально-экономического развития и я, как глава республики, и Государственный совет, и правительство всегда будут исходить из одного принципа – сделать жизнь конкретного человека лучше. Приход Нового года у каждого из нас связан с новыми надеждами на лучшее будущее и пожеланиями. Мы строим в своей жизни новые планы, намечаем новые рубежи. Мы вступаем в непростой год, когда состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, Государственного совета республики, Государственной думы Российской Федерации. И я не сомневаюсь в том, что выбор северян будет взвешенным, обдуманным. Право представлять интересы жителей в органах власти должно быть доверено тем, кто действительно этого заслужил, доказав высокое доверие своими поступками, своими делами. От этого зависит будущее. Дорогие земляки, в новогоднюю ночь все плохое остается в прошлом. Хочу пожелать, чтобы все желания, которые каждый из нас загадывает на будущее, исполнились. Чтобы в новом году в жизни каждого из вас было как можно больше хорошего и доброго, светлого и прекрасного. Крепкого здоровья вам всем, личного счастья и оптимизма. С Новым годом! Кузнем да буршут!